4, 5, 6, хорошо. Похвала наставников – дело такое, что без повода ее не заслужишь. Воспитанники образцового хореографического ансамбля «Аллегро» смогли услышать признание и благодарность педагогов только после ударных репетиций и блистательных выступлений на фестивале-конкурсе «На крыльях таланта», проходившего в конце января в Уфе. 3 соревновательных дня, более 100 танцевальных коллективов соперников со всей республики и Челябинской области. Результат поразил. Больше всего наград – это 10 дипломов и 5 кубков – завоевали сибайские ребята. Из этого числа и главный трофей – Гран-при фестиваля в номинации «Лучший хореографический коллектив» тоже наш. Коллективы были сильные, было с кем посоревноваться, но и нам тоже было что показать. И такой вот успех, вот именно эта номинация как лучший хореографический коллектив, он дается достаточно редко, как нам сказали в оргкомитете, и потом подтвердили члены жюри, с которыми мы непосредственно общались уже после конкурса. И дается она за то, что мы в различных номинациях, таких как стилизованный танец, народный танец, деми-классика, современный танец, показали высокий уровень исполнительского мастерства. Чтобы выступить достойно и показать, что сибайцы не лыком шиты, пришлось задолго начать усиленные репетиции. Ежедневно по 3 часа занятий. Выдержали все. На фестиваль повезли 10 номеров, и впервые отправилось так много ребят с одного отделения. 38 человек с 4 по 6 классы, плюс к этому и выпускники «Аллегро». По боевому настрою педагогов, воспитанников было сразу понятно. Они ехали за победой. Но особый для них был такой бонус, счастье, когда мы вышли с этими кубками, которые мы завоевали, выиграли, когда сказали, что гран-при, надо было видеть глаза детей. То есть весь результат нашей этой работы мы достигли. Они горят, они готовы работать. То есть именно я считаю, что вот такие конкурсы, поездки, они именно дают детям какой-то, можно сказать, не конечный результат, но вот именно то, ради чего они и стараются. Образцовый хореографический ансамбль «Аллегро» тем и примечателен, что лавры никто не приписывает себе. Завоеванные награды – это труд всего слаженного коллектива педагогов, а также терпеливых и исполнительных учеников. Вот, например, Эльза Халилова и Владислава Новикова уже выпускницы ансамбля, но до сих пор посещают репетиции и жизнь без танцев уже не представляют. А потому, узнав про фестиваль, готовились к нему так же усердно, как и ребята помладше. За полученные знания, которые пригодятся и в жизни своих наставников, благодарят. У нас очень прекрасные педагоги. В любой ситуации они тебя поддержат. После номера мы в Уфе выступали. Было даже такое отчаяние, что не все сделала, не все получилось. Но Ольга Михайловна, Азат Арсланович, они поддержали, успокоили. В любом случае они говорили, нельзя останавливаться, нужно дальше продолжать. Даже если ты остановишься, развиваться уже не будешь. И эти слова очень помогают в таких ситуациях. Судя по всему, у меня хорошие успехи и достижения, если мне поставили какие-то сольные номера и перевели вообще на класс выше. Все девочки у нас тоже молодцы. Это только на мероприятиях и конкурсах. У танцоров легкость прыжков, непринужденная улыбка, интригующий взгляд со сцены. На самом деле, чтобы добиться такого, нужен упорный труд. Ведь занятия включают в себя не только изучение классических, современных и народных танцев, но и ритмику, и гимнастику, а также теоретический курс знаний, история искусства и музыкальная литература. В каждый номер нужно окунуться, прочувствовать, прожить сюжет, задумку постановщика. Только тогда и будет результат. Этот известный народный танец «Звон серебряных монет» подготовили специально для конкурса. Ранее «Аллегро» никогда не ставили народных танцев. Дебют удался. В одноименной номинации они заняли 2-е место. Дисциплина у воспитанников «Аллегро» строгая. Педагогов слушаются беспрекословно. Особенно девчонкам ценны рекомендации и советы Азата Набиуллина. А потому, само собой, рождается вопрос. Как вы думаете, у них прежде всего получается из-за того, что они горят этим, или из-за того, что хотят мужчине-наставнику угодить? Может, они в вас влюблены тайно? Не знаю. Об этом история умалчивает, влюблены они в меня. Но мы просто честно работаем.
так скажу. И они работают честно, и мы тоже относимся к этому. Впрочем, любовь к творчеству, в том числе к искусству танца, не приходит внезапно, а благодаря воздействию извне. Все педагоги хореографического отделения музыкальной школы достойный пример для подражания. Если хоть один из их воспитанников пойдет по стопам наставников, значит, работа уже проделана не зря. Я как педагог горжусь и своими педагогами, и своими воспитанниками, безусловно. Я считаю, что они сделали все, что они могли сделать на хорошем, высоком уровне. Вот то, что мы от них ожидали, они сделали. Поэтому мы очень ими довольны. Но мы тоже понимаем, что занять место – это одно, но удержать этот результат совершенно другое. Поэтому мы полны желанием продолжить нашу работу, чтобы у нас были новые номера, новые планы и новые проекты. Победные фанфары и оглушительные овации отгремели, но времени на отдых нет. Теперь хореографический коллектив «Аллегро» готовится на финал фестиваля «На крыльях таланта», который состоится уже в мае этого года в Санкт-Петербурге. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.